Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. 1 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Тяньцзинь принял участие и выступил на заседании Шанхайской организации сотрудничества. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поблагодарил руководителя принимающей страны Китая, уважаемого Си Цзиньпина, за организацию мероприятия на высоком уровне и за искреннее гостеприимство. 1 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Тяньцзинь принял участие и выступил на заседании Шанхайской организации сотрудничества. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поблагодарил руководителя принимающей страны Китая, уважаемого Си Цзиньпина, за организацию мероприятия на высоком уровне и за искреннее гостеприимство. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил роль Шанхайской организации сотрудничества в развитии взаимодействия стран-участниц и счел необходимым дальнейшее расширение ненадежного политического диалога на пути к достижению созидательных целей. Считаем важным развивать сотрудничество в приоритетных направлениях экономики, включая транспорт и транзит, энергетику, промышленность, сельское хозяйство, инновации и цифровизацию, отметил президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон. Глава нашего государства высказался о мерах правительства Республики Таджикистан в направлении развития транспортной инфраструктуры и освоения гидроэнергетического потенциала Таджикистана. Были представлены возможности Таджикистана по привлечению инвестиций в развитие промышленности, созданию современных предприятий по переработке полезных ископаемых и агропромышленного сектора. Глава государства с учетом потенциала природной среды Таджикистана призвал участников саммита к расширению сотрудничества в сфере туризма, особенно экологического, горного и лечебного туризма. В ходе анализа ситуации с обеспечением региональной безопасности было признано необходимым сотрудничество государств-членов организации в совместной борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и радикализмом во всех их проявлениях, а также с киберугрозами, незаконным оборотом наркотиков и другими видами транснациональной преступной деятельности. Лидер нации выразил признательность руководителям стран-членов ШОС за поддержку решения Совета глав государств о создании антинаркотического центра ШОС в Душанбе. Было подчеркнуто, что подписанное сегодня соглашение о создании антинаркотического центра ШОС и универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС открывают новые перспективы для нашего взаимодействия в указанных направлениях. Было отмечено, что в целях расширения многостороннего взаимодействия в борьбе с терроризмом и его финансированием по инициативе Таджикистана и при поддержке Организации Объединенных Наций активно продвигается Душанбинский процесс по борьбе с терроризмом. Президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, еще раз подтвердил твердую и неизменную позицию Таджикистана в направлении решения сложной ситуации на Ближнем Востоке и в других раздираемых войной странах. Глава нашего государства отметил, что переговоры и диалог являются единственным путем решения всех кризисов и конфликтов. В сфере культуры было признано важным укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества с новыми образовательными и социальными проектами. При этом партнеров призвали принять участие в молодежном форуме стран Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в следующем году в Таджикистане. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, напомнил о глобальных инициативах нашей страны, в том числе в направлении решения проблем, связанных с питьевой водой и сохранением ледников, и подчеркнул: Таджикистан более 20 лет продвигает глобальную повестку дня в области водных ресурсов, климата и устойчивого развития, в частности, развивает международные платформы, Душанбинский водный процесс и Душанбинский процесс по защите ледников, продвижение инициативы Таджикистана по принятию специальной резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об объявлении десятилетия укрепления мира ради будущих поколений было обозначено в качестве продолжения усилий конструктивных мер нашей страны на международной арене. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул необходимость тесного взаимодействия стран 7 ШОС, Организации Объединенных Наций, региональных партнерских организаций, а также других заинтересованных сторон. Приветствовалось присоединение Лаосской Народно-Демократической Республики в качестве 15-го партнера по диалогу организации. В завершении заседания подписано 15 новых документов о сотрудничестве, в числе которых входит соглашение о создании антинаркотического центра
центра ШОС в городе Душанбе. 1 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Цзянцзин принял участие и выступил на встрече в формате Шанхайской организации «Сотрудничество плюс» по теме претворения в жизнь многосторонности, обеспечения региональной безопасности и содействия устойчивому развитию. 1 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Цзянцзин принял участие и выступил на встрече в формате Шанхайской организации «Сотрудничество плюс» по теме «Претворение в жизнь многосторонности, обеспечения региональной безопасности и содействия устойчивому развитию». Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, еще раз поблагодарил руководство понимающей страны за организацию благоприятных условий работы. Уважаемый Эмомали Рахмон, высказав мысли о роли Шанхайской организации сотрудничества в развитии многостороннего сотрудничества, обратил внимание руководителей стран и высокопоставленных представителей организации участников саммита на актуальные вопросы и решения глобальных проблем. Глава нашего государства проинформировал участников заседания Шанхайской организации сотрудничества плюс о мероприятиях, проводимых Таджикистаном на сегодняшний день в приоритетных отраслях транспорта, гидроэнергетики, промышленности и других направлениях. Призвал участников заседания объединить усилия по укреплению сотрудничества в борьбе с вызовами и угрозами современного мира. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, напомнив о глобальных инициативах нашей страны, в том числе в направлении решения проблем, связанных с питьевой водой и сохранением ледников, призвал все страны и соответствующие региональные и мировые организации и учреждения к плодотворному сотрудничеству. 1 сентября состоялась встреча президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, с президентом Российской Федерации, уважаемым Владимиром Путиным. 1 сентября состоялась встреча президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, с президентом Российской Федерации, уважаемым Владимиром Путиным. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и обменялись мнениями по результатам состоящегося саммита Шанхайской организации сотрудничества. В центре внимания были отдельные актуальные вопросы международной и региональной повестки. Лидеры двух государств также рассмотрели вопросы предстоящих контактов на высшем уровне. 1 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Цзянцзин Китайской Народной Республики встретился с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. В начале беседы президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение возрастанием контактов и встреч сторон на высшем и высоком уровнях. 1 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Цзянцзин Китайской Народной Республики встретился с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. В начале беседы президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение возрастанием контактов и встреч сторон на высшем и высоком уровнях. Стороны уделили большое внимание расширению торгово-экономических связей, сотрудничества в сфере энергетики, международных перевозок, науки и инноваций, сельского хозяйства, здравоохранения и других отраслях, представляющих. Положительно оценена отмена визового режима между Таджикистаном и Ираном, сыгравшая значительную роль в развитии сотрудничества в области туризма, торговли, транспорта, культуры и медицины. Состоялся обмен мнениями относительно текущей сложной, нестабильной и непредсказуемой ситуации в регионе Ближнего Востока. Также большое внимание было уделено укреплению сотрудничества в рамках международных и региональных институтов. В связи с этим была выражена признательность дружественной стране за поддержку инициативы Таджикистана по созданию в Душанбе антинаркотического центра Шанхайской организации сотрудничества. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своего рабочего визита в Китайской Народной Республике в городе Пекине провел встречу с премьер-министром Исламской Республики Пакистан, уважаемым Шахбазом Шарифом. В ходе беседы были рассмотрены текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами.
Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своего рабочего визита в Китайской Народной Республике в городе Пекине провел встречу с премьер-министром Исламской Республики Пакистан, уважаемым Шахбазом Шарифом. В ходе беседы были рассмотрены текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами. Президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил заинтересованность нашей стороны в развитии и расширении многогранных отношений с Пакистаном. Уважаемый Шахбаз Шариф в свою очередь заявил, что дружба и братство между нами и народами Пакистана и Таджикистана исходят от сердца, и мы это высоко ценим. Были обсуждены вопросы укрепления и расширения связей двух стран в сферах политики, торговли и экономики, в частности, энергетики и транспорта, культуры, науки и образования, техники, а также безопасности и обороны. Было признано необходимым дальнейшее развитие межпарламентского сотрудничества. Было отмечено, что рассмотрение и решение комплекса вопросов экономического, торгового, культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран важную роль играет межправительственная совместная комиссия. В этом контексте стороны высказались за активизацию других механизмов продвижения сотрудничества, в том числе рабочей группы по нефти и газу, энергетике и совместного делового совета. Было подчеркнуто, что в современных условиях сотрудничество в сфере транспорта имеет ключевое значение для обеих сторон. Создание совместного совета транспортных компаний двух стран было признано эффективным шагом в этом направлении. Была выражена заинтересованность нашей страны в выходе к международным транспортным коридорам и морским портам. Также было признано важным сотрудничество в области гидроэнергетики и развития энергетического рынка региона, включая реализацию проекта «Касса-1000». При обсуждении вопросов сотрудничества в сфере безопасности рассматривалась проблематика борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими проявлениями межнациональной организованной преступности. В ходе беседы в центре внимания сторон были вопросы укрепления сотрудничества для обеспечения безопасности и стабильности в регионе, а также отдельные вопросы международной повестки дня также были важными темами беседы. Важность независимости для государства невозможно переоценить, и именно военнослужащие играют ключевую роль в ее защите. В связи с 34-й годовщиной государственной независимости Таджикистана по инициативе Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан было организовано мероприятие, посвященное роли армии в укреплении суверенитета страны. В рамках плана мероприятия Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан в воинской части 0119 пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности прошло собрание военнослужащих под названием «Роль военнослужащих в укреплении государственной независимости», посвященное 34-й годовщине государственной независимости, в котором приняли участие солдаты и офицеры подразделений вооруженных сил страны. В работе собрания также участвовали представители Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан, Национальной гвардии страны, пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, Управление исполнения наказаний Министерства юстиции страны, а также офицеры и солдаты. Как было отмечено, для прочности, устойчивости, независимости необходима реальная сила, а именно военнослужащие и вооруженные силы. Без армии и смелых защитников государство не сможет сохранить свою независимость. Военнослужащие являются надежной опорой государства и гордостью нации. С первых дней обретения независимости Таджикистана они с мужеством и самоотверженностью охраняли родную землю и внесли в большой вклад в обеспечение стабильности и спокойствия. Независимость – это великое и бесценное благо, которое должно всегда охраняться. Военнослужащие – это основополагающий столб независимости и гарант стабильности и безопасности государства. Они своим мужеством и преданностью показали, что защищают Родину ценой своей жизни. Мы должны всегда ценить их, считать поддержание их статуса и уважение к их труду своим священным долгом, было отмечено в ходе мероприятия. Продолжение мероприятия руководством Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан нескольким военнослужащим были вручены медали за мужество и доблесть в торжественной обстановке. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.